Армысыз, құрметті көрермен, арнада антикорлайф жобасы, сіздермен Нұрбек Набиев, серіктестік департаментінің бас сарапшысы. Бүгін біз Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандартын енгізу туралы сұхбаттасамыз. Бұл мақсатта студияға Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясының ректоры Әбіл Ерлан Қуанышұлын шақырдық. Ассалаумалейкум, Ерлан Қуанышұлы. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Антикор-Лайф». Сегодня будем беседовать на тему внедрения антикоррупционного стандарта в Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. С этой целью мы пригласили в гости ректора Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан Абил Ерлан Куанышевича. Ерлан Куанышевич, спасибо, что уделили время, пришли к нам в студию, ответить на наши вопросы, на вопросы наших зрителей. Мы напоминаем, что трансляция в прямом эфире в социальной сети Facebook. Вы можете задавать свои вопросы на казахском, на русском языках. Итак, первый вопрос. Ерлан Куанышевич, расскажите, пожалуйста, что из себя представляет стандарт ISO 37001? ISO 37001, система менеджмента борьбы с взяточеством, это стандарт, который позволяет организации подготовить свои процессы, выявить риски, снизить риски взяточества на разных уровнях, как внутри организации, так и вне организации, как сотрудников организации, так и партнеров организации. То есть, таким образом, этот стандарт позволяет сводить к минимуму все коррупционные проявления, которые возможны в организации. Академия избрала этот стандарт для выявления, потому что в национальном докладе 2019 года Агентству по противодействию коррупции было указано, что в организациях необходимо внедрять данный стандарт. Мы, вооружившись этой рекомендацией, стали изучать детально, смотреть его, и мы поняли, что все наши предыдущий опыт по открытости, транспарентности всех наших процедур и наше видение развития организации, оно точно совпадает с той миссией, которую имеет и сам стандарт. Поэтому было принято решение в 2019 году пройти данную сертификацию. В июле 2020 года Академия государственного управления при президенте стала первой государственной организацией в Республике Казахстан, прошедший сертификационный аудит на соответствие своей системы менеджмента борьбы с взяточничеством требованиям международного стандарта. Какие процессы пришлось перестроить в Академии, чтобы успешно пройти проверку на соответствие? Да, действительно, мы в декабре 2019 года решили, что данный стандарт мы будем внедрять. И мы понимали, с чем мы будем сталкиваться. Во-первых, нам необходимо было подготовить сотрудников, обучить их. Данные сотрудники должны были сделать очень серьезную работу по ревизии бизнес-процессов, документов внутренних академий, выявить коррупционные риски, которые, возможно, были у нас или не прописаны были. И третьим шагом было это выбор сертификационного агентства и агентства по аккредитации, которое могло бы подтвердить готовность академии, подтвердить наш стандарт. Само по себе для нас это не было каким-то конфликтным или сверхсложной задачей, потому что уже много лет академия ставит перед собой задачу по распространению знаний, накоплению знаний. И нашими принципами является, кроме добропорядочности, еще открытость, профессионализм, любовь к окружающему миру. Поэтому все это очень логично и комфортно ложится к данному стандарту. Поэтому все наши сотрудники были воодушевлены решением. И хочу отметить, что внедрение самого стандарта было невозможно без поддержки всего коллектива Академии. Потому что это решение было принято именно на уровне сотрудников, на уровне линейных руководителей, а потом уже мы выносили на рассмотрение ученого совета. Вот какой эффект для слушателей и абитуриентов Академии ожидается от внедрения стандарта? Ну, во-первых, наши слушатели узнали, что есть такой стандарт.
Это первый эффект. И когда у них задается вопрос, а что это такое, мы начинаем им объяснять, и тем самым мы распространяем политику нулевой терпимости. Мы распространяем наши ценности, добропорядочность, открытость. И второе, мы смогли на деле им показать, как это делается и как можно это потом транслировать в своих государственных органах. Все наши, я как сказал раньше, все наши бизнес-процессы мы стали не только оптимизировать с точки зрения эффективности их, а еще и смотреть насчет выявления неких коррупционных рисков. То есть это тоже помогает нашим слушателям, обучающимся, легче, понятнее и, скажем так, комфортнее принимать наши правила игры обучения в академии. Вот насколько в целом данный сертификат распространен на сегодняшний день в мире? Имеет большое распространение. Есть много компаний, которые давно прошли такую сертификацию. Ну, например, Сбербанк, Walmart. Это такие большие компании, которые сделали это. Кроме частных компаний, этот сертификацию прошла родственное с вами агентство в Украине. Сам по себе этот стандарт он используется в более 70 странах мира, и мы готовы, скажем, делиться своим опытом при распространении его. Какие привилегии в целом дает сертификат для самой организации, для самой академии? Первое это то, что все наши процессы мы привели к соответствию. Второе, все наши внутренние регламенты, положения, правила тоже привели в соответствие. Третье, у нас была, скажем, была понятная роль руководителей, сотрудников по достижению целей стандарта. И мы получили, скажем, сообщество единомышленников, подтвердивших, что они привержены принципам нулевой терпимости коррупции. Вот, относительно недавно завершился прием абитуриентов, они приступили к обучению. Какую практическую пользу принес стандарт при отборе слушателей? Очень интересный кейс получился. Внедрение стандарта мы принимали решение в декабре 2019 года. Как вам известно, в марте мы уже должны были переходить полностью на онлайн-режим. И нам необходимо было в очень короткое время перевести процесс обучения тоже на онлайн-режим. А это означало не только проведение занятий, это прием экзаменов, прием работ, аналитических работ, магистерских проектов, докторских диссертаций. И это все необходимо было проводить уже в онлайн-режиме. Плюсом онлайн-режима было еще то, что у нас уже был опыт Академии проведения президентской молодежи кадрового резерва. И мы, в принципе, понимали, в каком направлении необходимо двигаться. Кроме того, у нас ранее был реализован проект «Цифровая академия», с помощью которого мы оснастили по последнему слову техники нашу академию, были закуплены программные продукты, и цифровая грамотность наших слушателей, обучающихся, преподавателей, они были на достаточно высоком уровне. Насчет приема в академию, в этом году мы также полностью перевели его на онлайн-формат, то есть претендент на обучение, он не приходил в академию, он подавал документы онлайн, он загружал их, создавал профайлы специально. Мы создали специальное приложение с нашим партнером компанией Talantis. И обучающиеся загружали все документы, они уже знали, когда будут какие этапы. По прохождению того или иного этапа они сразу же получали уведомления в своем личном кабинете о оценках. Данный стандарт, если взять его применимость в этом приеме,
Опять же, по опыту ПМКР мы использовали методику оценки, когда экзаменаторы не знали оценку другого экзаменатора, и у них не было возможности обсуждать оценки. И им давались конкретные критерии и конкретные дескрипторы. Он не мог поставить условно 3 или там 4 по субъективному мнению. Он должен был руководствоваться этими критериями, дескрипторами и обязательно оставить комментарий. То есть он должен был объяснить, почему он поставил такую оценку. Это повысило ответственность экзаменаторов. С другой стороны, это повысило транспарентность. Мы имеем сейчас на руках базу данных, и, в принципе, любого мы можем в один клик найти и посмотреть, как кто оценивал. Ну и претенденты, вот опять же этот стандарт, как он проявил себя в этом процессе, все наши сотрудники были, им не надо было объяснять, почему это надо делать, потому что все наши сотрудники были вовлечены в этот процесс, и каждый из них добавлял, улучшал его и добавлял свои комментариями. Ну, поскольку Академия первый такой орган, который в Казахстане получил данный сертификат, поле деятельности огромное, какую работу проводит Академия по масштабированию системы антикоррупционного менеджмента на другие организации в стране на основе практического опыта и имеющихся знаний в этой области? Да, вот вначале я сказал, главная наша цель была распространение. То есть мы не могли говорить об антикоррупционном стандарте, не внедрив у себя. Это было бы для нас морально неправильно. Поэтому сейчас у нас есть полное моральное право консультировать, помогать организациям внедрить данный стандарт. Мы потратили немалые средства, денежные средства на обучение, на сертификацию сотрудников. У нас есть 30 так называемых внедрителей этого стандарта и 20 аудиторов, которые имеют международные сертификаты. То есть эти люди могут квалифицированно консультировать организации, помогать им проходить такой сертификат, подготовительную работу по прохождению сертификации. Второе, на что мы обращали внимание, что эти сотрудники не только в Нур-Султане. Как вам известно, в Академии есть 16 филиалов, и в каждом из этих филиалов у нас есть подготовленный специалист по ISO 31201. То есть, если организации в регионах захотят это сделать, то нам очень просто направить своего сотрудника в этом же регионе, который квалифицирован, сделать. Третий момент. Для того, чтобы больше рассказать об этом стандарте и о рекомендации нацдоклада по этому поводу, мы уже около 600 государственных служащих обучили основам данного стандарта в рамках курсов переподготовки государственных служащих. Какой срок в среднем может занимать от начала подачи заявки до завершения обучения, подготовки? Ну, у нас это заняло 6 месяцев. Если все зависит от готовности организации и от тех или иных финансовых или других условий. Я думаю, что минимум это 3 месяца, а максимум уже зависит от самой организации. Никто не регламентирует это время. Сама организация для себя выстраивает свою траекторию, комфортную, в зависимости от финансового или других каких-то критериев. А вот что вы можете посоветовать нашим казахстанским организациям, готовящимся внедрить систему менеджмента борьбы со взяточничеством и пройти международную сертификацию? Ну, во-первых, я бы просто поприветствовал их такое желание, и мы поддерживаем такое желание. Во-вторых, я бы обратил их внимание на выбор консультантов, которые будут помогать внедрять данный стандарт. И консалтинговая компания или консалтинговая группа, она должна быть достаточно авторитетной, должна иметь опыт такого обучения, она должна иметь репутацию. Я думаю, рынок сейчас пестрит такими услугами, но самая большая, наверное, первый шаг, риск именно здесь в выборе консалтинговой компании. Второе – это выбор уже сертификационного агентства,
которые тоже имеют международную аккредитацию. К сожалению, на рынке существуют такие организации, которые прикрываются или не имеют международную аккредитацию, или с истекшим сроком и так далее, не подтвержденные. Чтобы не попадаться на такие, необходимо смотреть реестры обязательно. Если правильно подобранная консалтинговая компания, организация, она посоветует какую-либо ту или иную сертификацию. Ну и пройти аудит, потому что сама по себе сертификация без подтверждения ничего не значит. Вот прохождение аудита – это тоже большой такой этап, сложный этап, но достаточно такой позитивный эмоциональный этап, потому что здесь происходит беседа, где выявляется приверженность всех сотрудников данного стандарта. Обращаю внимание, что во время аудита опрашиваются не обязательно только руководящие или там среднее звено. Любой работник может быть остановлен, спрошен, начиная от миссии организации, заканчивая ценностями или там, какими положениями, регламентами, как вы принимаетесь на работу, как вы выходите на работу, знаете ли вы свои права и обязанности, чувствуете ли вы в себе там изменения. То есть это очень важно, когда каждый... Поэтому мы вначале именно дали откуп, чтобы эта инициатива была снизу. И когда коллектив Академии сказал, что да, нам это интересно, но мы будем это делать, мы поддержали эту идею. Ну, действительно, очень такой большой шаг. В целом мы знаем, что Академия имеет очень большое значение в системе подготовки и совершенствования государственных служащих. И в этой связи, я думаю, будет уместно спросить, в заключении, расскажите, пожалуйста, об основных проектах Академии, о ваших планах. Да, мы в 2019 году тоже в течение полугода разрабатывали свою стратегию. Не больше разрабатывали, сколько обсуждали внутри Академии. И итогом стало принятие на ученом совете также в декабре 2019 года стратегии развития Академии до 2023 года. У нас там 4 приоритета. По 4 приоритетам мы выработали 8 стратегических инициатив. Ну, назову только что, например, первая инициатива – это профессионализация наших сотрудников, повышение производительности труда. Третья инициатива называется «Сильные регионы, сильные академии», это развитие филиальной сети. Ну, скажем, 8-я инициатива – это развитие цифровизации в академии и так далее, и так далее. То есть у нас все и образовательный блок, и исследовательский блок, и административный блок, они себя нашли в этих инициативах. У нас сейчас все эти инициативы разбиты по проектным командам, назначены проектные менеджера. Обращаю внимание, проектные менеджеры – это не обязательно руководители структурных подразделений, есть рядовые сотрудники, но имеющие сертификацию по проектному менеджменту или по ISO 21500, или по PRINCE2, или по IPMEA, которые имеют опыт проведения таких проектов. Созданы проекты команды, мы их все объединили, опять же, во время карантина мы стали искать платформу, и у нас очень удачно вписалась MS Project и Office 365. Именно там, в Teams, мы создали такие группы, команды, которые разрабатывают, и каждый из кураторов, я, вице-ректоров могут видеть прогресс того или иного проекта. И вот сейчас могу сказать, что мы изначально договаривались, что этот документ, он живой, можно вносить изменения. Вот пришло время, когда 1 сентября глава государства выступил с посланием, там был большой блок вопросов и по местному управлению, и самоуправлению, и по госуправлению в целом, поэтому появляются новые инициативы, будут вноситься коррективы, думаю, вся эта информация находится на нашем сайте. Любой из желающих может зайти на наш сайт apa.kz и войти во вкладку «Стратегия Академии», увидеть то, что мы хотим достичь. Иван Павлович, еще один вопрос. Позвольте узнать, вот в период пандемии сложно ли было выстраивать работу, как
как это удалось выйти с достоинством из этой ситуации, имея большую сеть таких вот филиальных? Да, у нас, чтобы понимать масштаб, я назову одну цифру, мы ежегодно на наших базах, филиалах и академии на курсах переподготовки к повышению обучаются 30 тысяч государственных служащих. Понятно, что во время первых месяцев многие государственные органы и мы стали брать некую паузу, сдвигать календарь, но через какое-то время мы поняли, что мы сдвигать уже не можем. И потихонечку стали эти курсы переводить в онлайн-режим без снижения качества. Для этого нам пришлось приглашенных тренеров, а у нас тренера это не только профессиональные преподаватели или там бизнес-тренера, это еще действующие государственные служащие, занимающие позиции, руководящие позиции, которые мы приглашаем в аудиторию. Им необходимо надо быть, объяснить методику работы в онлайн-формате, новые инструменты, как работать в Zoom, как работать в Teams с информбезопасностью, чтобы была возможность, как модерировать эти группы, как делить на подгруппы, как давать задания, как принимать обратную связь. То есть имеется некая специфика, мы ее очень быстро прошли. Я сейчас говорил о цифровой грамотности наших сотрудников на высоком уровне. Поэтому, в принципе, неплохо мы это все сделали. Но, конечно, живое общение есть живое общение. Уже полгода, как мы находимся в таком режиме, не скрою, что уже многие хотят перейти в офлайн режим. Очень радует, что в последнее время подтвержденных случаев все меньше и меньше, но мы понимаем, что есть еще риски второй волны, поэтому мы продолжаем в этом русле. Ерлан Куанышевич, я посмотрел наш Facebook-канал. По теме нашего интервью вопросов нет, а те вопросы, которые вы задали, уважаемые зрители, мы их обязательно рассмотрим. Если требуют дополнительного рассмотрения, мы перенаправим своим коллегам. На этом будем завершать. Спасибо еще раз большое за то, что пришли к нам в студию, рассказали про стандарты. Это действительно новшество в целом для Казахстана, для наших сограждан. Я думаю, он будет пользоваться большой популярностью. В целом, желаем вам успеха в дальнейшей деятельности. Сатлык Лимис. Спасибо большое за приглашение. Площадка очень актуальная, и все больше и больше пользователей, слушателей ваших здесь есть. Поэтому приглашаем вас тоже в академию. Давайте вместе продвигать нужные вещи. Рахмет, с удовольствием. Уважаемые зрители, до свидания, до новых встреч. Спасибо.